Добрый вечер. В эфире национальная вещательная компания «Саха», программа «Не пропусти главное». Здравствуйте, дорогие телезрители. Это случилось 5 июня 2013 года. Дима первый раз выехал на новеньком велосипеде во двор, ведь начались долгожданные летние каникулы. Солнце светило, трава зеленела, впереди были 3 долгожданных месяца отдыха. И кто бы мог подумать, что эта прогулка навсегда поделит жизнь мальчика на до и после. Случилась трагедия. Северная строительная компания, строившая дом по улице Каландарашвили, самым грубым образом нарушила правила техники безопасности, и мальчик получил сильнейший удар током, облокотившись о забор, который ограждал строительный объект. Мальчик впал в кому. Жизнь ребенка висела на волоске, за нее долго боролись врачи, уже почти не веря в чудо. Но Дима остался жив. К сожалению, навсегда лишился возможности писать правой рукой. Ее пришлось ампутировать. А еще пришлось учиться жизнь заново, навсегда простившись с мечтой стать военным. Как пережила этот кошмар мама Димы, как живется им сейчас спустя почти 3 года? Мы побывали в санатории «Сосновый Бор», куда мальчик поступил на реабилитацию. А чем ты обычно занимаешься? Либо бегаю, либо в телефоне. Дима получает оздоровительные процедуры, галотерапию, кислородный коктейль, ЛФК, массаж, консультация психолога получает в сенсорной комнате, расслабление, БОС, биологическую обратную связь. Также получает процедуры стоматолога, осмотр и проходит курс лечения, которые назначили врач-невролог. Сейчас Дима и его мама продолжают бороться за право мальчика жить полноценной жизнью в обществе, которое, к сожалению, не совсем приспособлено для инвалидов. Хочется громко закричать: взрослые, будьте внимательны, дети рядом. Они хотят играть, радоваться яркому солнцу, голубому небу. Они хотят, чтобы их мечты сбывались. Они хотят жить. Добрый вечер, уважаемые гости. Вот тогда эта история действительно потрясла всех, я думаю, всех жителей, всех граждан нашей республики. Но вот прошло уже почти 3 года. Юлия Алексеевна, расскажите, пожалуйста, как вы прожили вот эти годы? Ну, как, вначале, Что да, как бы произошло за боролись, этот год? когда произошло это. Мы заново учились глотать, есть, пить, ну, полностью, получается, разговаривать, слышать. Сенсорные, например, у него сейчас соль, сахар, он до сих пор сильно не может их распознать. Либо сильно солит, либо, наоборот, как бы сахара не хватает. Также у него тепловые нарушения. Он холод может не чувствовать, так же, как и жару, если температура у него. Ну, а так, ну, постоянно по больницам, каждые 3 месяца анализы. Сейчас у врачей стоим везде, получается, на Д-учете, даже у ортопеда. Постоянно массаж, постоянно логопед, психолог, где можем, везде. Ну, как у нас, получается, в поликлинике по месту жительства, там, как всегда, очередь, но нам стараются, помогают, где пропускают и без очереди, где могут путевку, где вот сейчас вот мы попали в санаторий на реабилитацию. Ну, там, конечно, там дети. До этого мы лежали в санатории Абырал, но там для, как бы, более-менее для взрослых. А вообще, кто вам поддержку оказывал все это время? Ну, все время, с самого начала, когда вот мы попали в больницу, ну, в медцентр, да, от нас не отходили Якутэнерго. Они до последнего как бы помогали, в больницу привозили пюре, соки. И люди, которые откликнулись на нашу беду, тоже приносили продукты, привозили, кто домашнюю еду даже привозил, потому что я могла из больницы не выходить. Это потом, когда разрешили, моя мама нас меняла, когда уже более-менее, просто она таскать его не могла. И ну, большинство пюре, так же, как и соки, деньгами, кто приносил лично, кто вот закидывал на счет. Ну, добрые люди, отзывчивые люди. У нас, оказывается, много людей, которых, ну, как сказать, не отвернулись, а наоборот пришли на помощь и как могли поддержали. Даже одноклассники, родительский комитет Димы, также в больнице, ну, кто все знакомые, родственники, там, кто знал, кто увидел.
Журналист Антон Жандоров, вот он первый написал про нас этот случай и как бы раскрутил. И также Микаэль Заболотный по РЕН-ТВ показывали тоже, потому что мой сын с его сыном, они друзья вместе в параллельных классах, но в одной школе. И как бы они вот дружили, и как раз это случилось, когда они вместе катались на велосипеде. А Северная строительная компания как Нет, относится? они вообще не выходили, они не звонили, хотя на суде они там пытались сказать, что они как будто ко мне подъезжали, как будто звонили. Потом уже сам Меликанов на суде сказал, что мне адвокаты посоветовали к ней не звонить, Мгм. потому что все равно меня козлом отпущения сделают. Ну, Мгм. это были его слова. Все. Потом я Мгм. тут встречалась только чисто с их его представителями, ну, с адвокатами. Мгм. Больше никак. А как вы сейчас можете характеризовать состояние мальчика? Ну, первый год, вот когда он более-менее уже стал, вот мы ходить начали, у него более-менее был. Мы учились в 31-й школе, Мгм. но класс, конечно, спустили ниже, чем мы должны были перейти, потому что он программу эту не потянул. И нам поставили по комиссии психологической обучение 7-го вида сначала. Мгм. И к нам приходил классный руководитель Ольга Алексеевна на дом и обучала. Ну а потом в мае уже 15-го года после МРТ, после энцефалограммы, когда мы прошли, у нас ухудшение. И после опять комиссии нам уже поставили 8-го вида. Мгм. Он уже как бы вообще в программу. С трудом нас перевели во 2-й класс, ну, получается, уже коррекционная школа. Вот Ольга Алексеевна, учительница, у нас тоже тут в студии. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, тоже о Диме. Здравствуйте. Ну, я Диму учила с 1 класса, с 2011 года. Когда трагедия случилась, он закончил 2 класс, перешел в 3 класс. Ну, за эти 2 года, которые мы провели вместе, вот вместе с одноклассниками в школе, мы все любили Диму. Он был очень активный мальчик, веселый, у него было много друзей, он был очень отзывчивый. То есть в классе я знала, что вот я могу положиться, потому что, ну, вы сами понимаете, в школе, когда один классный руководитель и много детей, всегда необходима помощь. И вот Дима никогда не отказывал. Он очень интересовался спортом. Ему нравились уроки технологии, физкультуры. Очень нравились уроки математики. Очень любознательный ребенок был. И, конечно, после трагедии, но это как будто совсем другой ребенок стал. Совсем не тот, что был раньше. И ну, нам, конечно, очень больно, вспоминая Диму таким, какой он был раньше, и вот видеть то, что сейчас. Ну, в первую очередь, конечно, изменился его образ жизни, и, соответственно, он не может уже быть таким, как раньше. Он не может общаться со своими друзьями. Так, как он раньше. Как с он ними раньше общался, да, как потому он что раньше это уже общался. немножко другой уровень, да? Скажите, а друзья остались сейчас у Димы? Кто-то его навещает, кто-то с ним общается? Ну, у нас девочки, с кем мы с детского сада, они у нас по соседству живут. И получается, ну, зимой редко, потому что, ну, как бы холодно, там, тем более девочка одна у нас в балетной школе живет, на выходные только как бы домой. По праздникам, а летом большинство с ними. Потому что на дачу я все равно с ним, ну, как бы, и здесь, получается, здесь я могу им доверить его. Мгм. Если я дома что-то делаю, они с ним в ограде или у них в ограде он играет. Потом Сережа Заболотный, он к нам приезжает. И мы до сих пор встречаемся с родительским комитетом и как бы стараемся с классом по возможности. Мы на все праздники, мероприятия мы с Димой выезжаем. А вообще Дима внутренне как он себя чувствует? Психологически как он себя чувствует? Тяжело, наверное. Тяжело. Потому что бывают у него такие моменты, когда он начинает у него истерика быть, там, когда не получается, или когда я на него сильно, может быть, давлю. Ну, чтобы он занимался, чтобы он делал, потому что это ему надо, там, учительница сказала так, это врач объяснил. Ну, когда телевизор, например, больше 2 часов нам нельзя. Мгм. Зависимо не то, что телевизор, телефон, компьютер, ну, только 2 часа в день вообще. Мгм. Для него, конечно, ну, это тоже, потому что там, если другие, там можно, мне нельзя, ну, как бы, ну,
Как сказать, ну, получается, что он в детстве у меня, как 6-летний мальчик, да, который вот до школы, который только чисто играл, там, веселился, не надо было делать уроки, ну, вот так. А то, что сейчас у него обязанность, то, что вот ему надо, он понимает, конечно, что ему это надо, но то, что у него не получается, у него начинают, вот, бывать истерики. Он начинает у меня закрываться в комнате, может плакать, либо просто уйти куда-то в угол, сесть. И один раз он еще сказал, ну, зачем меня спасли? Кому я такой нужен? Ну, конечно, после этого мы с психологом разговаривали, как бы пытались, но сейчас вроде бы более-менее, потому что я ему объясняю, я ему постоянно программы показываю, там, где люди и без руки, и без этого. Но он говорит, я без руки уже могу, но я не могу запомнить то, что я хочу. Ну, вот, он понимает, что у него сейчас проблемы, ну, с головой, как бы. То есть память. Память, да, как он говорит, кратковременная, или как он, память у меня запала, ну, как по компьютеру, типа, зависла, типа, ну, как он так объясняется. А так, более-менее. Юлия Алексеевна, а вы где-то работали, наверное, да? Вы сейчас работаете? И у Ну, вас нет до этого такой я возможности? работала в медцентре сама, в детском. Потом, получается, я уволилась оттуда, ну, по состоянию здоровья, как бы. И должна была выйти на работу в магазин. Я проходила практику в магазин «Скиф». Но договор я не успела ничего заключить, потому что не случилось, и я просто ушла, и все. А теперь тогда, ну, простите, конечно, да, за такой вопрос, а на какие средства вы тогда сейчас живете? Вы Ну, одна живем ведь на его, воспитываете? получается, пенсию. Мгм. И мне доплачивают 7700, как по уходу за ребенком-инвалидом. Очень сложно. И плюс его пенсия 16023. Мгм. Ну вот в связи с этим, может быть, тогда вопрос, вот эти судебные, вот расскажите, наверное, как они проходили, кто вообще понес ответственность? И Да, вот за эти 3 года эти ведь 3 был года. подан Ну, иск, было вынесено решение суда, которое, как мы знаем, оно не вступило в силу, была подана инкассация. Да? Расскажите, пожалуйста. Да, судебные решения на сегодняшний момент два, даже три, наверное, да, потому что сначала было уголовное дело, там привлекался работник, был привлечен и осужден работник компании, которая здесь озвучивалась. Там участвовал, представлял интересы Юлии Алексеевны другой адвокат, а потом ко мне в ноябре этого года, прошлого года, извините, Юлия Алексеевна обратилась для подачи гражданского иска, то есть за возмещением морального и имущественного вреда. Что туда входит? Моральный вред – это вот все страдания нравственные и физические, которые понесла она и ее ребенок, и те затраты, которые она понесла за этот период времени, с момента случившегося до подачи суда, в материальном выражении. То есть сколько она в буквальном смысле потратила денег на лекарства, какие-то предметы обихода, все, что касается вот этого состояния ребенка. Так она вот ездила, например, в Москву по направлению для лечения ребенка, реабилитации ребенка. Все затраты. Первое судебное заседание состоялось у нас в нашу пользу в декабре месяце прошлого года. И я, как юрист, удивилась и, можно сказать, убедилась, что справедливость на земле существует, потому что суд состоялся в нашу пользу, в пользу Юлии Алексеевны. С компании взыскали 4 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда, и всю ту сумму материального вреда тоже взыскали, 236 или 276 рублей, если я не Обязали ошибаюсь. взыскать, но Да. не взыскали ведь. Да, взыскать. Так как у нас законом предусмотрено обжалование судебных решений для обоих сторон, конечно, противоположная сторона этим воспользовалась, и она обжаловала. И судебная коллегия апелляционная Верховного суда нашей республики, к сожалению, посчитала доводы противоположной стороны убедительной. Мы еще его не получили, я не знаю, какие доводы они посчитали убедительны. И снизила этот вред, моральный вред, до 1 миллиона рублей. Но основными доводами, которые звучали в суде, может быть, это сейчас некорректно говорить Ну, и раз они звучали, за то- противоположную сторону. Но я повторюсь, потому что Юлия Алексеевна была, она тоже это слышала. Довод основной был, что у нас за смерть человека дают максимум 1 миллион, ну 1,5 рубля, а здесь человек живой остался. Ну, нам это очень показалось, конечно, циничным, о чем мы также заявили в суде, но снизили.
Сейчас, да, у нас есть дальнейшее. С момента вынесения апелляционного определения, то есть сейчас считается, что судебное решение вступило в законную силу. Но у нас еще по закону 6 месяцев обжаловать в кассационном порядке это решение, что мы и намерены делать. То есть выше, опять же, пока здесь у нас в республике, если нас не услышат, мы напишем дальше в Москву для обжалования. Ну, вот еще одна очень циничная фраза тоже была, которая, ну, вообще, по-моему, крайне возмутительна, когда вот юристы Северной строительной компании отказались исполнять решение суда и мотивировали тем, что суд вышел за рамки, как они говорили, разумности и справедливости. Ну, это совершенно, по-моему, за гранью, когда вот о справедливости еще рассуждают эти люди. Ну, я с вами соглашусь, да, понимаете, дело в том, что у нас в законе есть это понятие разумности и справедливости, а уже каждый трактует вот Применяет эту его по-своему. в меру да. своей. Да, да, да. Скажите, а вот ну, поскольку я сам практикующий юрист, разве нет положения, согласно которого вторая инстанция, в принципе, не имеет права переоценивать доводы первой инстанции в части размера вреда? Нет, может. Это, если бы это касалось бы какого-то наказания, например, приговора суда, у нас это было гражданское производство, а приговор суда, оно не может ухудшить, да, по уголовному процессуальному закону оно не может ухудшить положение, а здесь, к сожалению, именно это моральный вред, да. Ну, здесь действительно получается судейское усмотрение. Моральный вред, да, определяется. могут они, к сожалению, могут, да. Хотя это, конечно, да, почитав и ознакомившись с материалами дела, и вот, как сказала учитель Димина, он на самом деле, там мы столько грамот принесли в подтверждение, какой он был до этого и какой он стал после этого. И самое, я вот все ждала, когда Юля скажет, что ребенок именно, ну, она сказала, переживает, что он помнит себя здоровым, он помнит, что он учился, читал, с памятью у него было нормально, а сейчас этого ничего нет. А в чем причина? У Северной строительной компании нет денег заплатить 4 миллиона рублей? Или это их принципиальная, в принципе, позиция была? Я думаю, все вместе, потому что до апелляции, до 4 февраля, когда мы пошли на суд, я на сайте ЕКТ.ру прочитала про эту Северную строительную компанию, что они, к сожалению, в не очень хорошем экономическом положении. Но с человеческой точки зрения я считаю, что в данном случае компания могла бы все равно пойти навстречу и выполнить решение суда. Ну, хотя бы у нас всегда есть любое право гражданское, всегда есть момент, что даже вышло решение суда, они бы могли прийти со своим. Я на самом деле, как человек, считала, что после этого суда они придут с каким-то предложением, чтобы не было второго суда, не обжалования. Может быть, бы они что-то бы другое предложили, на что бы Юлия Алексеевна согласилась. Но, к сожалению и к удивлению, я увидела, что они жалобу подали и написали, что там была даже такая фраза, извините, еще раз повторюсь, что мы этим решением, Юлия Алексеевна, и решение суда о взыскании 4 миллионов в банкротное состояние введем компанию. Ну, то есть смешно, человек И один насколько целую я компанию знаю, они ведет. даже не выразили никаких слов сожаления, извинения. Было такое? Нет, никто. Даже главный вот энергетик, да, там поясок получается, по уголовному, которого вот его обвинили, даже нет. Даже когда мы с суда выходили, встретились на, Нейтральный, да? ну как, не в суде, а уже на улице. И их адвокат стоял, мой адвокат стоял. И вообще И- никакой реакции не было. Да, и вас, наверное, не удивляет, что их сегодня в студии нет, этих двух компаний. Якутскэнерго мы приглашали достаточно настойчиво, Северную Нет, ну, меня не строительную удивляет, компанию. потому что если даже их адвокаты, мне когда вот не было, ну, когда просто я спросила, я говорю, когда Американов мне в глаза смотрел, или когда вот, там сказали, что 5000 он мне передавал лично в руки. Я говорю, а где он? Пусть он придет и мне скажет это лично. Кто из нас пойдет, я или он? Ну, то, что он передавал, и мне там... Нет, он не может, но нам так передали. И сказали, что я хочу на этом нажиться. Извините, мы сейчас прервемся на короткую рекламу, потом вернемся в студию. Реклама на НВК «Саха». Это случилось 5 июня 2013 года. Дима первый раз выехал на новеньком велосипеде во двор, ведь начались долгожданные летние каникулы. Солнце светило, трава зеленела,
Впереди были 3 долгожданных месяца отдыха. И кто бы мог подумать, что эта прогулка навсегда поделит жизнь мальчика на до и после. Случилась трагедия. Северная строительная компания, строившая дом по улице Каландарашвили, самым грубым образом нарушила правила техники безопасности, и мальчик получил сильнейший удар током, облокотившись о забор, который ограждал строительный объект. Мальчик впал в кому. Жизнь ребенка висела на волоске, за нее долго боролись врачи, уже почти не веря в чудо. Но Дима остался жив. К сожалению, навсегда лишился возможности писать правой рукой. Ее пришлось ампутировать. А еще пришлось учиться жизнь заново, навсегда простившись с мечтой стать военным. Сейчас Дима и его мама продолжают бороться за право мальчика жить полноценной жизнью в обществе, которое, к сожалению, не совсем приспособлено для инвалидов. Вы смотрите программу «Не пропусти главное». Мы говорим о ситуации с Димой Березовским, которая произошла почти 3 года назад. Анна Афанасьевна, вот вообще, как вы характеризуете эту ситуацию? Насколько она характерна для Якутска? И, вот, пожалуйста, ваше мнение. Ну, во-первых, конечно, я очень сочувствую этой семье. Семья оказалась в тяжелейшей ситуации по-любому, и морально, и психологически, и материально. Семья находится в очень тяжелом материальном и моральном состоянии. Я очень сочувствую вам. И, конечно, когда видишь, что ребенок совершенно превратился в инвалида глубокого притом, можно только говорить о том, что сделать для того, чтобы у нас не случались такие трагедии. Потому что это трагедия не только для мальчика, это трагедия для всей семьи. И я считаю, что вот сейчас мама нам рассказывала о том, что она выпала из трудовой деятельности, что она находится почти круглосуточно с этим ребенком, что у них очень тяжелое материальное положение. И, к сожалению, вот сейчас только единственное, что общество должно помогать маме выживать и помогать мальчику как-то реабилитироваться в этой тяжелейшей ситуации. Анна Афанасьевна, скажите, пожалуйста, ну тут налицо нарушение прав ребенка, что об этом говорить, да? Вот вы представляете институт уполномоченного по правам ребенка. Скажите, пожалуйста, лично, какое участие вы приняли в судьбе этой семьи? Ну, если говорить о том, что лично ко мне Юлия не обращалась. Она в то время была, естественно, в этой ситуации, когда надо было ребенка просто выводить из того состояния кома, в котором он оказался. Естественно, мы следили за этой ситуацией. И я вам скажу просто конкретно, да, мы отслеживали эту ситуацию, мы видели, что счет там был предоставлен, что мама борется за этого ребенка. И, к сожалению, конечно, вот то, что случилось, то случилось. И, конечно, то, что мама борется, и ее адвокат тоже борется за то, чтобы ребенку все-таки постарались как можно больше помочь, но это, конечно, долг человека, любого человека. Вот мы говорили о том, что помогали и родительский комитет, и помогал психолог. Да, у нас как раз представитель родительского комитета. Расскажите о вашем участии. Эта трагедия, конечно, очень сильно нас, очень глубоко задела. Я помню этот момент, когда это случилось. Диму я знала еще с детского сада. Мы вместе водили в детский сад, потом встретились в школе 1 сентября. Веселый, активный мальчик с такой сильной жизненной позицией. Всегда я, потому как я проводила мероприятия, и он всегда поднимал руку. Я везде, я тут, я там, я кругом. Ну, у нас, конечно, класс весь платился. Я помню, мы денежные средства собирали. Кто-то приносил, вот как Юля сказала, даже макароны, консервы, то есть вплоть до того, чтобы всяко помочь. Мальчик у нас в классе, которого воспитывает одна бабушка, он принес, год копил на ролике, он принес вот такую копилку, вот так вот вывалил, говорит: Женя, отнесите, пожалуйста, Диме, это будет полезнее. Мне не надо, я еще накоплю. То есть вот о чем мы сейчас говорим, да? Ребенка сделали инвалидом.
ему сломали судьбу. Почему Юля должна ходить и выпрашивать и какие-то деньги, чтобы ей вот они заплатили те люди, которые страшную халатность, извините меня, да, допустили. Бессовестно, я вообще не знаю. На самом-то деле это же могло произойти с любым абсолютно могло ребенком. произойти, Вот да. я вырос в этом районе и прекрасно помню, и многие дети там играют, и совершенно ни о чем не подозревая. Любой ребенок мог коснуться, это действительно страшно. И Это страшная трагедия, Ну действительно. вот как раз наша редактор созванивалась с Якутскэнерго, и там ей ответили, что мы готовы были оказать помощь, но Юлия Алексеевна отказалась написать заявление о том, что оказать какую-то материальную помощь. Это Какой? Тарасов, да? Мгм. Это когда мы перевелись в ПНО, получается, уже как бы ребенок уже с кома вышел, да, и они ко мне подходили, и я не знаю, там бухгалтер или кто, или отдел кадров, ну, женщина приходила от них, и она сказала: вы должны написать заявление, что вы просите у нас материальную помощь. Я говорю: я ничего писать не буду, я ничего ни у кого не прошу. То, что люди принесли, там, Людмила, забыла, извините, ее отчество, это работники собрали, они нам принесли лично. Мгм. Юля, вот скажите, я просто понимаю как бы вашу позицию абсолютно, да, действительно, просить ни у кого это действительно понятно. Но дело все в том, что вот тут немножко можно подумать о том, что Якутскэнерго — это публичное акционерное общество, публичное. Оно принадлежит государству. Я думаю, что оно не может вот так вот без оснований, без какого-то либо юридического, я Просто думаю, юрист здесь процедура, может, поддержит меня. такая, чисто Юрист документальная. не может она без какого-то либо основания выделить материальную помощь. Может быть, вам все-таки Может быть, стоит, все-таки вот я к стоит тому, написать как Я основание, не знаю, нет. Но потом же на счет же пришло же от них помощь. да? Сколько? Если честно, там было 300, наверное, да? Мгм. Ну, минус там налог сняли или как перерасчет. 275, ну, с копейками. Мгм. Ну, как я поняла, потому что потом, да, 275 тысяч там с копейками. И я когда поняла, когда вот ну, это было от Якутэнерго. Вот М, мы сейчас всё-таки созванивались, это от них и было, всё-таки да. и Якутэнерго ответили нам, что, ну, действительно. Я просто предлагаю вам подумать, действительно, потому что Может быть, это стоит все-таки может быть, стоит обратиться. всё-таки, Это да. действительно такая просто процедура, им просто нужна Нет, ну такая просто был, бумага как и бы, всё, до да. этого я... И еще вот я хотела, мы о Северной строительной компании тоже вот говорили в первом блоке нашей программы, о том, что мы их приглашали, они категорически отказались. Но зато вот я вам хочу вот показать, какую бумажку они нам сегодня прислали. Вот, пожалуйста. Тут буквально 4 строчки. Я считаю, что это просто отписка. Вот что это такое, да? В ответ на ваш устный запрос касательно взыскания морального и материального вреда, это мы запрашивали якобы, мы их приглашали в эфир вообще-то, сообщаем вам, что Северная строительная компания обязуется исполнить соответствующее решение суда в полном объеме. Оплата будет произведена незамедлительно после получения решения суда. Вот такая отписка. Вот мне сейчас Да, хотелось бы мы предоставить слово, да, вот журналисту, да, который Лариса, написал пожалуйста. Можно статью по этому вообще-то поводу. немножко Да, сказать, да? Мгм. пожалуйста. В принципе, я хотела бы спросить у вас, вы писали о том, что ребенок нуждается 2 раза в год выехать на процедуры, и что они в течение вот этой жизни ребенка, чтобы виновные лица оплачивали этот проезд вместе с сопровождающим. Вы требовали такое решение? Мы такого решения не требовали, потому что то, что вы спрашиваете, это относится к материальным затратам, понимаете? Это как раз юридическая область, моральный и материальный. А материальный у нас по факту оплачивается только то, что уже потрачено. То есть мы должны сначала съездить, предоставить чек, а потом нам только заплатят. Ну да, Ну, я компенсационный фонд. предлагаю, чтобы вы вот на основании того, что вам рекомендовала больница, что именно надо Вот 2 у раза. нас Ольга Павловна в Да. студии. Ольга Павловна Миллер, заведующая детским отделением Якутской городской больницы, которая, собственно, ведет Диму с самого рождения, да, наблюдает. Дима наблюдается в нашей поликлинике с самого рождения, буквально после выписки из роддома. И, как мы говорим про таких детей, в то время рост и развивался по возрасту. То есть в амбулаторной карте у нас были медосмотры для поступления в детский сад, для поступления в школу, где было все хорошо. Конечно, это страшная травма. После этой травмы у нас идут ограничения по многим системам и органам. Поэтому сейчас, в общем-то, практически, но
по всей жизни это наблюдение. Это наблюдение у нас до 18-летнего возраста, это дальнейшее наблюдение, когда ребенок станет уже взрослым. Это ежегодная и не один раз в год реабилитация. Это и медикаментозная, это и ЛФК, это и физкультура, и трудотерапия, и занятия с логопедом. Это, конечно, выдержать вот сейчас в возрасте таком очень сложно вот эти вот все мероприятия. Это большое спасибо маме, которая очень в этой реабилитации помогает и нам, медикам, и ребенку, и все наши назначения, мероприятия, в общем-то, выполняет. И по поводу вот санаторно-курортных и лечения, реабилитации, да, это идет все по плану, по рекомендации врача. Есть реабилитация здесь у нас в городе Якутске, в отделениях детской городской больницы. Есть у нас местные санатории, вот как поступали в Иберал, как сейчас Сосновый Бор. Есть, конечно, с выездом. С выездом может быть несколько сложнее, потому что путевки у нас идут через фонд социального страхования, но это немножко нужно ждать. Но если есть необходимость какой-то высокотехнологичной помощи, то тоже по состоянию здоровья мы подготавливаем все выписки, подготавливаем справки, и через отдел спецлечения нашего Минздрава эта помощь тоже будет оказана. Вот возвращаясь к теме северо-строительной Да, вот компании, хотите, хотелось бы по финансовым. Я хотела бы вернуться опять же к финансовой ситуации Северной строительной компании. Да? Так получилось, что мы буквально недавно, где-то месяц назад, на ЕКТРО размещали публикацию, которая была посвящена предприятиям, которым какое-то отношение имеет Михаил Мерикянов. Ну, допустим, там он директор Саха-ипотечного агентства, он один из учредителей ЕРКО, он директор Северной строительной компании. И Северная строительная компания, у нее сумма долгов составляет около 500 миллионов, из которых он, так, 18 плюс 33, более там, ну, почти 50 миллионов должен ЕРКО. Ну, то есть ЕРКО в свое время им давал займ, и получается там, это как хитросплетение, вот, кто кому там должен, да, ну, к чему вот всему имеет отношение Михаил Мерикянов. Это я просто говорю к тому, что я вообще сомневаюсь, что эта сумма компенсации, пусть даже сниженная до 1 миллиона, вообще будет выплачена. Если даже Северная строительная компания будет объявлена банкротом, я уверена, что там уже выстроена очень Пресс-служба утверждает, что будет. Что будет? Пресс-служба утверждает. Ну, вот это вот письмо, да, так которое я они ЕРКО зачитала. тоже утверждают, что они выплатят. Ну, ЕРКО одним из Вы учредителей, им не которых верите? является Михаил Мерикянов. Да, я им не верю. А деньги нужны Юлии, потому что я когда с ней общалась, она говорила, что есть очень хороший центр в Москве, но, к сожалению, лечение вот в этом реабилитационном центре не входит в квоту, а там составляет, ну, сумма достаточно внушительная, 365 тысяч рублей за один курс, да, За Юля? курс. 45 дней. Ну, я Да, думаю, да, наши за телезрители 45 в дней. течение всего эфира идут реквизиты Юлии Алексеевны, есть и номер телефона, и я думаю, что люди отзывчивые, люди неравнодушные, они могут связаться с Юлией Алексеевной напрямую и, ну, оказать посильную помощь. Республика большая, и действительно добрых людей все-таки больше. Раз уж северная строительная компания не может, Раз так уж. сказать, да, то население Финансовая республики помощь поможет. необходима, Юлии, просто необходима. Да, конечно. Психолог, и хотела бы узнать, вот, какое-то психологическое сопровождение Димы ведется или нет? Если Постоянное. постоянно, нет. А какое бы вы рекомендовали вот в этой ситуации ребенку учиться? Нет, вот ребенок получил сильнейшую травму, да, это просто связано и со здоровьем, и психологическая травма очень большая. Да. И это как бы уже 3 года, это уже хроническая ПТСР, то есть посттравматическая стрессовая реакция. Плохо спит, наверное, да, Да. аппетита нет. Мы без таблеток не можем. Да. У него сон нарушен. И, возможно, кошмарные сны и так далее, то есть Нет, возвращается. м, Все очень много что-то- симптомов, которые можно как бы узнать, да, когда вот вы рассказываете, что вот характер изменился, да, может истерить и так далее, но это не от того, что он там злой, плохой и так далее, это просто как бы последствия травмы. Нет, но я-то понимаю. Ага, это. и поэтому ваш ребенок должен получать постоянное психологическое сопровождение. В принципе, у нас в городе очень много центров, которые бесплатно помогают, да? Надо туда водить ребенка, и с ним будет заниматься специальный психолог. Очень Ну, много даже на методик. Редзинского, когда мы ходили там к комиссиям психоневрологической, которую нам поставили, да, они сказали, у вас есть психолог по месту жительства.
поликлинике. Нет, вот есть Но очень хороший центр там вот ТНЧ. психолог, там очередь тоже, мы записаны, мы туда ходим, но там не только мы, там же много детей, которые тоже туда ходят. Нет, вот есть ТРЧ еще, который туда можно ходить, да. Есть, да, бесплатно тоже принимают, это на Холбос, Крупского 19 на 4-м этаже. Есть очень хороший благотворительный фонд Харасхел, тоже там очень хорошие психологи. Ну, мне Можно сказали, туда. да, сейчас насчет благотворительного фонда, рассказал, что там хороший есть психолог, который будет сопровождать. На самом деле, я думаю, психологическая помощь нужна ведь не только Диме, Да, не нужна только и Юлии Диме. Алексеевне прежде всего, потому что мама сейчас должна быть сильной, мама должна мама быть тоже. здоровой, мама должна быть оптимистичной. В принципе, И да, вот психологическая помощь должна была быть оказана и родителям, которые, вот детей, одноклассникам. Проводились, да, мероприятия какие-то в школе? Конечно. Наши дебрифинги и так далее, то есть с ребятами. ну, я думаю, еще в чем могут помочь одноклассники, бывшие одноклассники, родители. Вот как вы думаете, ведь, наверное, Дима страдает от того, что у него сузился круг общения. Он был очень активен, он был, насколько я знаю, лидером в классе, он очень хорошо дружил с ребятами, и вдруг он в одночасье этого всего лишается. А тут я думаю, что вот поддержка как раз родителей была бы в том, чтобы приглашать Диму на свои, на свои праздники какие-то, ходить к Диме в гости, даже, ну пусть это, дети пока еще маленькие, пусть это будет на уровне пока дежурства, чтобы они как-то вот учились тоже вот сочувствовать. Есть же вот сейчас Нет, но инклюзивные... они ходят. Да? Да, и Мы как до сих можно пор с одноклассниками чаще надо. Вот это общаемся. самое лучшее, наверное. Вот как можно чаще. Дима Насколько- посещал, да, приходил. То есть он не мог постоянно приходить в школу. Мы занимались. Ну, мы на каждую дому. субботу Ну, да. старались Он приезжать с приходил, классом. Да, он приходил на какие-то мероприятия. И ребята, вот даже когда первый раз они его увидели после трагедии, я очень благодарна, конечно, родителям ребят, потому что поговорили дома, объяснили. И ребята его встретили очень добродушно, очень, да, как будто бы ничего и не Дети было. добрые, И на вот самом деле. помогали во всем всегда. И, ну, я думаю, что как вот вы сказали, что надо приучать, да, детей. Но тут действительно ребята просто сами своими глазами увидели, что и они сейчас продолжают, да, вот общаться. Но в связи с тем, что все-таки он не может же каждый день ходить в школу, как остальные дети. То есть вот ребенок, он должен был сейчас учиться в 5 классе. В 5 классе. А он учится сейчас дома по программе 2 класса коррекционной школы. Да, 2-й вид, да. Юлия Алексеевна, а какие у вас жилищные условия? Где вы сейчас живете? Ну сейчас я живу у своей бабушки, потому что у нас вот перед Новым годом случилось так, что свет ушел, и котел у нас энергозависящий. И получается, воду не успели как бы слить, ну, то, что закачивали холодной водой, и котел, получается, у нас сломался. И дом сейчас заморожен. Ну, я проживаю у своей бабушки и у своей тети. Да, в смысле, по вине управляющей компании? Нет, частный частный. сектор, это вина не управляющей компании, это получается, ну, не рассчитали, как сказать, аккумулятор, что не хватило на котел, чтобы, ну, Жилье мотор было работал. благоустроенное, да, у вас? Нет. Не благоустроенное. Не благоустроенное. Просто, получается, газовое отопление. Да, и перспектив, конечно же, слабые, да? Нет их почти. Ну, только летом сейчас, потому что делать бесполезно, там трубы замороженные, там, если сейчас размораживать, там, может, радиаторы все там полопались, чугунные радиаторы. Так что сейчас только чисто до весны. Там уже, когда сама от тепла уже отойдет, и там уже будем смотреть. У вас же 2 детей, да, Юля? У меня 2 детей, старшей дочке моей 18 лет. Вы все вместе живете? Да. Дом под снос не идет? Нет, это частный дом, он под снос не идет. Тем более я его лет 10 как, наоборот, не то что построила, из гаража переделали моего дом. Собственными силами, да? Да, ну потому что до этого был засыпной, и он постоянно в воде был. Вот мы Ну, конечно, значит, у вас сейчас жилищная проблема, это самая острая на самом деле, но вот сейчас. Да Чтобы нет. какие-то условия были Мне все-таки. самое главное сейчас для него это вот все-таки реабилитация, чтобы больше. Давайте мы его- еще сейчас на короткое время прервемся. Реклама на НВК Саха. В эфире программа «Не пропусти главное», и сегодня мы говорим о судьбе Димы Березовского. Лариса, пожалуйста. Юля, у меня к вам вопрос. В вашей семье была ли оказана
юридическая помощь в плане оформления прав. Ну, то есть семья, которая имеет ребенка-инвалида, да, она имеет на субсидии права, на льготы какие-то. Вот в этом плане была оказана помощь? Нет, даже когда я получила инвалидность на ребенка, я сделала это сама, хотя мне потом сказали, что, оказывается, при импутации в ожоговом центре, там должна была быть комиссия, и должны были инвалидность уже дать там, прямо в больнице. А не то, что мы должны были выписаться и ехать сами и получать. Потом, когда стали на пенсионные, да, вот получать на него пенсию и так далее, я даже не знала, что есть льгота на коммунальные услуги. Я эту льготу получила только через год, когда мне и то знакомая посоветовала соцобеспечение, когда я туда пришла. Я даже об этом не знала. А насчет земельного, ну, я не юридически не знаю, но если у меня уже есть собственность, то навряд ли. Нет, я хотела бы пояснить по земельному участку. Есть в Якутске существует льготная очередь, в которой могут стать семьи, имеющие инвалида, да, и они имеют право на бесплатный земельный участок. Я поняла, но если у них нету, а у меня же, получается, есть не уже имеет собственность. значения, есть ли собственность Видите, ранее я или об нет. этом тоже мне никто не говорил, и эти Я вот хотела бы задать права вопрос я не Анне знаю Афанасьевне. А у нас это есть какая-то вот помощь, которую вот департамент или ведомство, которое вот комплексно Вы охватывало бы знаете, такой я вопрос? очень удивлена. Юля очень бескорыстный человек, во-первых. А во-вторых, она всегда надеется только на себя. Вот мы сейчас как раз разговаривали с юристом, и я советую, чтобы они подавали новое исковое заявление на то, чтобы этот ребенок получал вот именно медицинскую помощь, ту, которая не предусматривается законодательством по квоте, а именно вот частным порядком. Значит, подавать на то, чтобы этого ребенка по жизни помогали получать дополнительную реабилитационную помощь. Это первое. Во-вторых, вот Юля сама сказала, что она никогда не обращалась. Она и ко мне не обращалась никогда за консультацией. И получается, что она не знает, она сама героически вот, выводит своего ребенка из этой тяжелейшей ситуации, и в то же время она даже отказалась писать заявление. Но сейчас у нас такой век. Надо писать, Юля, заявление, обязательно писать. И я надеюсь, что адвокат обратится снова в суд с новым исковым заявлением, чтобы ребенку была оказана дополнительная пожизненная помощь со стороны государственного учреждения, которое действительно оказалось, ну, дело чести, они оказывали даже и помощь без заявления. И я думаю, Анна Якутскэнерго- Афанасьевна, вот хорошие вы вещи на самом деле говорите сейчас, но по прошествии уже почти 3 лет, да, а что мешало вот такую вот именно консультативную помощь дать, ну вы меня простите, конечно, да, вот именно 2,5 года назад, тогда, когда эта помощь была так необходима, и когда, наверное, Юлия Алексеевна была в Нет, таком состоянии, можно, да, уже не до этого, а? скажу, можно, да, я сама лично не обращалась. Я звонила вам в приемную. Записали, зафиксировали. У меня даже, сейчас просто с собой, наверное, я не взяла. У меня есть номер приятия Моего заявления, ваш номер телефона. Мне сказали, что вы как освободитесь, вы были в Москве. Как вы приедете, вам сообщат насчет нашей ситуации, и вы мне позвоните, либо позвонят Саше К приемной. сожалению, я просто вам конкретно говорю, у нас каждый день столько случаев, что мы вот просто сидим, как говорится. Вот. Но почему-то Вербицкая Но мне мне, позвонила. Анна Афанасьевна, простите, но но все-таки мне не таких сказали. случаев, давайте согласимся, они не каждый день происходят, вот такие трагедии, Вы хотите такая сказать, беда. что я бессердечно отнеслась к этому случаю? Нет, нет, ни в коем Нет, мы случае не про нет. Я это просто говорим. говорю, что хороша всегда ложка к обеду. Да, но теперь еще не поздно, потому что они прошли Да, ну хорошо, тот что вот путь, сейчас хоть это который звучит. они должны были Да. пройти. Скажите, пожалуйста, а почему вам вот именно нужно лечение в тех медицинских учреждениях, организациях, которые не входят в квоту, которая Хорошо. выдается Минздравом? Мы, вот, когда в медцентре лежали, мы подавали врачи, вот, кто в медцентре в реанимации, когда еще спасать, да, когда мне сказали, что ребенка мозг умирает, и как бы это, многие центры в Москву, в Питер, в Санкт-Петербург, ну, это я имею в виду, в Омск, ну, в Томск, везде, где вот центры есть по голове, да, получается, нам отказали. Кто-то ну, как в чужом Слишком состоянии, тяжелый они случай. боялись взять на себя ответственность на перевод. Потому что там 6 часов, где 9 часов, где там 3 часа, ну, все равно. Но наши врачи были согласны. Потом, получается, наши врачи, я им благодарна очень, они его оттуда вытащили, они, получается, его подняли.
И мы уже выписались, мы уже прошли реабилитацию, ну, я имею в виду домашнюю, я нанимала массажиста, там, вот. Он уже у меня начал потихоньку ходить, и в феврале месяце нам послали с Москвы, что нас берут на реабилитацию в Москву. Мы туда приехали, и когда нас увидели, нам, ну, врач, а вы же ходите, зачем вы к нам приехали? Ну, потому что, получается, когда мы ждали от них вызов, когда ребенок у меня не ходил, и когда они уже вызвали, мы уже сами. Там большинство детей, которые, да, которые ДЦП, которые не ходят на колясочке, это. И нам, когда психолог, логопед с нами там поставили диагноз дизиатрия и афазия, они нам сказали, вам сюда не надо, вам нужен центр по речевой и нейрореабилитации, либо психологический, который, ну, Москва, но не к нам. И потом Понимаете, второй вот раз это я всё, отказалась. проходит поэтапно. Понимаете, ребенка вытащили наши врачи из комы. Ребенка реабилитировали наши врачи настолько, что даже вот москвичи были удивлены. И сейчас наступает тот период, когда уже видно, что нужно помочь, чем нужно помочь Александр ребенку. Владимирович. Вот. Это же поэтапно проходит. Ну, вот у нас Александр Владимирович Крылов в Вообще студии. вот поражен, да, этой ситуацией. Но я и до этого читал. Вы молодец, Юлия. Молодец. То, что вы выстояли, выдержали и сейчас занимаетесь ребенком. Ну, а это как здорово. это, мой ребенок? И вообще вот я хочу обратить внимание, у нас город строится, очень сильно строится, и очень много объектов. Хозяйствующие субъекты, они должны смотреть за каждым своим предприятием и за каждой стройкой, потому что это мы только знаем, столько то, что случилось, да, а так, конечно, умалчивается очень много. И вообще надо к этому очень серьезно отнестись, очень серьезно. У нас в городе вот предприниматели организовали эстафету добра. Ну, они все помогают, действительно, предприниматели, потому что мне каждый день приходит по 30 писем. Я даже не успеваю смотреть. И как бы эстафету добра я получил от предпринимателей города. И сейчас вот участвую в этой программе. Я даже не ожидал, что так я попаду здесь, сюда именно. И мир не без добрых людей. Конечно, мы все, если будем друг другу помогать, неважно, там учитель, предприниматель, фермер, пилот, все мы должны друг друга поддерживать, потому что время и так тяжелое. Если мы не будем себя поддерживать, крепкость духа не будем показывать, то у нас, конечно, ничего не получится. Но поэтому всех призываю сплотиться, помочь Юлии Алексеевне, Диме. От нашего трудового коллектива, это строительный рынок, мы, конечно, сталкивались с такой же проблемой, поэтому мы сразу приняли это. И то, что это не реклама, это эстафету я передаю вот нашим предпринимателям, да, Arctic Travel, это Арбугаев Герман, и компания Якстар, это Осипов Николай. Ага, спасибо. Юля, ну я сейчас... Спасибо большое. Спасибо большое, Александр Владимирович. Это действительно очень хорошая такая акция, которая проводится в республике, эстафета добра. И если каждый из нас будет помаленьку, в общем-то, помогать, я думаю, в принципе, все мы сильны вместе. Уметь принимать помощь, да, вот если там просят писать да, что-то. Юлия Алексеевна, вы все-таки напишите заявление, пожалуйста, мы вас просим, Якутскэнерго, ради сына, а не ради же себя, да. Нет, ради и мы, сына напишу. да, и мы, конечно же, желаем вам, Юлия Алексеевна, терпения, стойкости. Ну и всегда все-таки верить во что-то лучшее. Будем надеяться, что все-таки высшая справедливость, она возьмет вверх, а добрые, отзывчивые люди, они были во все времена. И
положительные еще примеры ведь есть, да? Вы знаете нашу Настю Диадорову, которая вот такую же жуткую электротравму получила, но, правда, совсем в маленьком возрасте. Наверное, сложно говорить, что проще, что сложнее, но, наверное, адаптироваться ей было немножко проще. Но тоже вот благодаря ее маме, это вот только благодаря ее маме они, в общем, вышли, ну, наверное, победителями из этой ситуации. И я вам желаю того же, может быть, не совсем это будет спорт, но что-то другое, потому что вот Харсхалф, да, у нас фонд, там таких детей очень много, надо вводить его в эту среду. Да, я вас всех благодарю сердечно, что вы приняли участие в нашей программе. Желаем, чтобы все сложилось как надо. Большое спасибо всем, Да, спасибо. особенно те, кто помогал и до сих пор помогает, и не отворачиваясь, как сказать, от моей семьи, от нашей беды. Огромное всем спасибо сердечное. Спасибо. Спасибо.